here in Dushanbe since my last visit in August. Добрый день всем. Мне очень приятно вновь приехать в Душанбе со времени моего приезда в августе прошлого года. Сюда, в Душанбе, прошло достаточно времени. As Ambassador Gross said, I'm here in Tajikistan to lead the U.S. delegation for the second annual bilateral consultations. Как уже сказал господин посол, я нахожусь здесь во главе делегации, которая приехала на второй раунд двусторонних консультаций с таджикским правительством. We started these consultations to discuss the broad range of issues on our bilateral agenda and to discuss practical ways to work together towards a lasting partnership. Мы охватили очень широкий круг вопросов, которые стоял на нашей повестке дня, и обсудили также практические действия, которые могут осуществить обе стороны. I led an interagency delegation that included representatives from the Department of State, the Department of Defense, and the U.S. Agency for International Development. Я возглавлял делегацию, которую включали сотрудники Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию. I want to thank President Rahmon, Foreign Minister Zarifi, and their government colleagues for their hospitality and for their constructive engagement. Я хочу поблагодарить президента Рахмона, министра иностранных дел Зарифи и членов правительства за очень конструктивный и радушный прием. The United States attaches great importance to our relations with Tajikistan. Соединенные Штаты Америки придают огромное значение нашим отношениям с Таджикистаном. Our discussions touched on a wide range of areas. Наши беседы охватывали очень широкий круг сфер, очень широкий круг вопросов. We discussed our cooperation in securing Tajikistan's borders and fighting violent extremists, as well as Tajikistan's assistance in the stabilization of Afghanistan. Мы обсуждали вопросы обеспечения безопасности на границе, борьбы с экстремистскими вылазками, а также вопросы помощи Таджикистану нашим усилиям в Афганистане. I outlined steps that the Tajik government could take to attract U.S. business, including simplifying the tax code and reducing corruption. Я также обсудил ряд шагов, которые таджикское правительство могло бы предпринять для того, чтобы облегчить, как бы сказать, привлечение американских инвестиций на таджикский рынок путем изменения налогового кодекса, а также борьбы с коррупцией. I brought up the importance of religious freedom, media freedom, and our support for a multi-party system, including Central Asia's only legal Islamic party, the Islamic Revival Party of Tajikistan. Я подчеркнул важность религиозной свободы, свободы средств массовой информации, свободы, а также существования многопартийной системы, и учитывая особенно тот факт, что в Таджикистане легально действует единственная в Центральной Азии исламская партия. I expressed appreciation for the government's significant efforts to combat trafficking in persons. Я особенно выразил удовлетворение существенными мерами, которые предприняло правительство в борьбе с торговлей людьми. And we discussed how United States assistance can shore up food security and health in Tajikistan. Также мы обсудили возможности, которые предоставляет
помощь Соединенных Штатов Америки в обеспечении продовольственной безопасности в Таджикистане, а также в области здравоохранения. In addition to the government meetings, I met with energetic young Tajiks who have participated in several of our exchange programs. Кроме встреч, которые проходили на правительственном уровне, я встречался с целым рядом очень таких молодых, энергичных таджикских юношей и девушек, которые участвовали в наших обменных программах. I met today with members of the American Chamber of Commerce, most of whom are Tajik businesses. Сегодня утром у меня состоялась встреча с членами Американской торговой палаты, большая часть из которых представляет наши таджикские коллеги. We discussed how Tajikistan can attract more investment from U.S. firms. Мы обсуждали возможности привлечения больших инвестиций Соединенных Штатов Америки. I also met with representatives from Tajikistan's political parties, including the Islamic Revival Party. Мне также была встреча с представителями политических партий, действующих в Таджикистане, включая представителя Исламской партии Возрождения. We noted the upcoming May 15 special election and the importance of improving the polling process along the lines of the recommendations from the OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights. Мы также остановились на вопросе предстоящих 15 мая выборов, особенно подчеркивая важность улучшения работы на избирательных участках с учетом тех рекомендаций, которые были сделаны специальным офисом ОБСЕ по демократии и правам человека. Finally, just before this press conference, I had the opportunity to have a round table with several media editors. Буквально за несколько минут до встречи с вами у меня состоялась встреча с редакторами нескольких печатных изданий в Таджикистане. And I told them that the United States would continue to urge the government to protect media freedom. И я сказал, что мы будем продолжать настаивать на том, чтобы в Таджикистане оказывалась защита свободы печати. I would like to conclude by reiterating what President Obama and Secretary Clinton have said concerning the burning of the Holy Quran a few weeks ago in Florida. И я хотел бы заключить свое короткое выступление перед вами, цитируя то, что сказал президент Обама и госсекретарь Клинтон по поводу сожжения священного Корана несколько недель тому назад. The desecration of any holy text is an act of extreme intolerance and bigotry, and we reject religious intolerance in any form. Осквернение любого священного писания это является проявлением экстремизма и нетерпимости, а мы осуждаем такого рода нетерпимость и экстремистские действия. In conclusion, the United States seeks a peaceful, free, and prosperous future for Tajikistan and its people, and we continue to assist in that effort. И в заключение я хочу сказать, что Соединенные Штаты Америки выступают за мирный, свободный, процветающий Таджикистан, и Соединенные Штаты Америки готовы помогать Таджикистану в этих проблемах. And I'd be happy to take a few А questions. сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, вопросы. Можно вопрос? И... Назар, Центральная азиатская областная служба. Назар Виктор Назаров, he is a journalist from Central Asian News Service. News. Господин Блейк, это ваш первый визит в Душанбе после произошедших в арабском мире кризисе. И вот одной из причин возникновения там смены власти называется нахождение долгого периода у власти
одного лица или и другой причиной называется отсутствие демократии в этих странах. Mr. Blake, this is your first visit to Tajikistan after recent developments in Northern Africa. And among the reasons of those developments were first a very long term of office of one and the same person, single person in power. And the second, Отсутствие демократии. the absence or lack of democracy. И насколько вот подтверждает ваш последний доклад Государственного департамента, что по правам человека Кыргызстан и Центральная Азия больше подвержены этому, в частности, в том числе и Таджикистан. И обсуждался ли этот вопрос с господином Рахмоном? And your latest human rights report that been published confirms насколько он подтверждает, да? Нет, это подтверждает и последний. The human rights report that has been published recently confirms this fact. And have you discussed this issue at your meeting with the president? И насколько вот страны региона Центральной Азии подвержены тому, что происходит в арабском мире, и каковы будут последствия этого? And are there any chances that such events may occur in Central Asian republics? И последнее. Насколько это подвержено страны, то, что происходит в арабском мире, каковы же последствия? And what would be the consequences if they happen here? I think that the lesson of the events that have occurred in Tunisia and Egypt and elsewhere is that governments need to be responsive to the needs and the desires of their people. Я считаю, что те события, которые произошли в Тунисе, в Египте и в других североафриканских странах, заключаются в том, что правительство должно быть более отзывчивым к потребностям, нуждам, чаяниям населения этих стран. People everywhere want to be able to provide for their families and to ensure that their families have proper education, proper livelihoods, and people everywhere want to have basic democratic freedoms. Повсюду в мире люди прежде всего хотят благополучия для своих семей, для того, чтобы у них был достаток, для того, чтобы они могли дать образование своим детям и для того, чтобы в стране существовали демократические принципы. So I think that leaders everywhere, not just here in Tajikistan, need to be mindful of those lessons and do everything that they can to respond to the needs and the desires of their people. И я считаю, что не только в Таджикистане, а во всем мире руководители стран должны всегда это помнить и делать все возможное для того, чтобы отвечать требованиям народа своих стран, делать все для того, чтобы эти требования, потребности выполнялись. Other questions? Еще? Карим Хайдар, Первый канал Таджикского телевидения. Микрофоны. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Таджикистане, связанную с защитой демократических прав? И дополнение к этому вопросу, вопрос, связанный с журналистом Сайфулло Зода. Почему этому случаю была дана политическая оценка? How do you assess the situation with the protection of democratic rights here in Tajikistan, and particularly what would you say about the case of journalist Sayfullo Zada? Well, our most recent human rights report for Tajikistan, I think, has documented a decline in democratic freedoms here in Tajikistan. Вы знаете, самый последний выпуск отчета по правам человека в Таджикистане отметил вот это спад
в политике соблюдения прав человека в Таджикистане. As I said earlier, I think it's important that Tajikistan and all other governments provide political space for parties to operate freely, for the media to operate freely, and for people to be able to peacefully worship. И, с другой стороны, я считаю, что правительство должно обеспечивать свободное политическое пространство для того, чтобы люди политическое пространство для действий. Они должны способствовать или защищать свободу печати, также для свободной работы. И также они должны обеспечивать возможность для людей, чтобы они могли мирным образом выражать свои мысли или отправлять свои обряды. With respect to the assault on Mr. Saifullah Zoda, our embassy here issued a statement expressing the United States government's concern about that. Что касается нападения на журналиста Сайфулла Зода, посольство Соединенных Штатов Америки опубликовало заявление, в котором выражалась обеспокоенность по этому поводу. Лидия Исламова, РИА Новости. Лидия Исламова, she's from Russian Information Agency. Господин Блейк, вот недавно президент Афганистана Хамид Карзай потребовал вывода войск НАТО из Афганистана после бомбардировки его родного села. И президент Соединенных Штатов Барак Обама говорил, что в этом году начнется постепенный вывод войск Соединенных Штатов Америки, войск кадетов Афганистана. Скажите, пожалуйста, вот, отношение коалиции к заявлению господина Карзая и когда начнется вывод военного контингента Америки из Афганистана? Это первый вопрос. И по вашему мнению, насколько ситуация в Афганистане, как в политическом, так и в экономическом плане, сейчас угрожает Центральноазиатскому региону? Спасибо. Recently, the Afghan president demanded a withdrawal of NATO forces from Afghanistan after they bombed the village where he was born. And as we know, President Obama promised a withdrawal of all coalition forces from Afghanistan this year. And well, what can you say about this statement of Afghan president? And when do you think the withdrawal of forces will start in Afghanistan? And the second question is, to what extent the political and economic situation in Afghanistan is dangerous to Central Asia and Tajikistan including? Well, first of all, let me clarify one part of your question, which was incorrect. Ну, прежде всего, я хотела бы немножко подправить одну часть вашего вопроса, который был не совсем правильным. President Obama did not say that we will withdraw all troops this year. He said we would begin the withdrawal of troops. Президент Обама не говорил, что мы все войска сразу выведем в этом году. Он говорил, что мы начнем только выводить. The United States, like all of the NATO alliance, remains committed to the transition process that was agreed to at the NATO summit in Lisbon last fall. Осенью прошлого года в Лиссабоне состоялся саммит, на котором было решено, что Соединенные Штаты также будут привержены, так же как и НАТО, будут привержены идее постепенной передачи ответственности за безопасность в Афганистане афганским силам.
силовым структурам. Our intention is to train the Afghan National Security Forces so they can gradually assume control for the security of Afghanistan. Наша цель заключается в том, чтобы обучить афганские силы безопасности тому, чтобы подготовить их к принятию вот такой ответственности за соблюдение охраны безопасности в своей стране. Our goal is to complete that process by the end of 2015, but even after that we will remain committed to the security and prosperity of Afghanistan. Мы намерены завершить вот такой подготовительный период к 2015 году, но даже после этого мы будем заниматься вопросами безопасности и развития Афганистана. With respect to your second question, we think that the security and economic trends in Afghanistan are slowly moving in the right direction, but are still fragile and could be reversed. Что касается ситуации с безопасностью и экономическим развитием в Афганистане, у нас сложилось впечатление, что они постепенно улучшаются и по сравнению с тем, что было, но это состояние еще очень хрупкое, и оно может повернуть, такое движение, оно может повернуть вспять. That's why we attach great importance to the help that Tajikistan and other Central Asian nations are providing to assist with the stabilization effort in Afghanistan. Поэтому мы придаем такое значение той помощи, которую оказывает Таджикистан и другие центральноазиатские государства в стабилизации Афганистана, в стабилизации положения в Афганистане. Next question. Ну, у меня вопрос, продолжение этой темы. В Афганистане, насколько нам известно, в последнее время возникли сразу несколько группировок, там, организаций. Движение защитников Корана и Высший совет реформаторов. Движение защитников Корана, Высший совет реформаторов. И чего? Высший совет реформаторов. Высший совет реформаторов. As far as we know, several groups have appeared in Afghanistan lately. One of them is the movement for protection of Quran, and the second is a higher council of Высший совет реформаторов. Reformers. Да. Как бы господин Блейк мог бы оценить их деятельность? Они создадут угрозу для дестабилизации ситуации? What would be your assessment? Will they create danger or any destabilization? И сразу же второй вопрос я And задам. second question. Вы говорили уже, упоминали о нападении на сотрудников ООН. А как вы думаете, эти нападения, они не станут тенденцией? Особенно в свете того, что Америка заявила, что она постепенно будет уходить из региона. You mentioned about attack on the United Nations officials in Afghanistan. Don't you think that such attacks will become turn into a tendency? First of all, I'm not familiar with the groups that you mentioned, so I can't really comment on those. Ну, во-первых, я не знаком с теми группами, которые вы назвали, поэтому мне трудно будет как-то комментировать этот вопрос. But as I said earlier, it is the assessment of the United States and of General Petraeus that we are making slow progress on the security front in Afghanistan. And I think it's very important that the Afghan people themselves believe that progress is being made. 6 out of 10 Afghans in recent polls have said that the country is moving in the right direction, and 6 out of 10 Afghans also support the presence of international troops in Afghanistan to help the security situation. Дело в том, что наши силы, которых возглавляет генерал Петреус,
они отмечают очень медленный, но тем не менее прогресс, который наблюдается в Афганистане, в положении в этой стране. Согласно опросам, 6 из 10 афганцев, ну, в общей массе, конечно, отношение 6 из 10, они, во-первых, поддерживают ту политику, которая сейчас проводится, говоря о том, что страна движется в правильном направлении. I understand that I'm out of time, so I'm afraid that has to be the last question. But again, I want to thank you all for coming, and I look forward to seeing you the next time. Извините, я просто еще не успел сказать. И 6 из 10, каждый 6 из 10 афганцев поддерживает присутствие международных сил безопасности. И, к сожалению, мне придется сворачивать нашу пресс-конференцию.